Доброе утро, друзья! Мир вашему подвалу, мир вашему дому, отличного настроения. Сегодня пятница. Ёп, твою мать, красота! Я тоже так думаю. Дожили, да, скоро выходные, тем более это ЗБС. Ну, единственное, что, конечно, рабочий день надо перетерпеть. Да, абсолютно. Абсолютно. Слушайте, так, минуточку. Минуточку. Значит так, едем на мапсе. Едем на мапсе, сейчас мы быстренько запустим все веселые стримы. Перепроверим заодно. Я уже вижу, что ВК снова не заработало. Ну, как бы да. Ну, это как бы да. Это как бы да. Так, ну, значит, мы идем так. Странно, я вроде перед стримом позаботился о том, чтобы не было проблем. Но у нас так не принято. Пиздец. Значит так, у нас вроде вылетала ОБС, да, ну, должна была уже починиться, слава богу. Надеюсь, что все ЗБС. Надеюсь, что все ЗБС. Так. Мы там вроде как так и не порешали с трансляцией ВК. Ну, хорошо. Хорошо работает. Но осталось запустить короткий стримец и let's go. И let's go. Так, это работает. Давайте мы оповещение прожмем. Все дела. Все дела. Так. Прикольно, на траву не запустился стрим. Главное не унывать. Главное, сука, не унывать. А если мы остановим, запустим. Найдет переключение. Но это Сана и Трова. Это как бы хер бы с тем. Так, вот моя морда, если что, кто не в курсах. Именно так я выгляжу. Пойдет. В меру симпатично. Да. Господи, где там короткий стрим? А вот и короткий стрим. Отлично. Отлично. Come on, let's go. Come on, let's go. Слушайте, у нас бусты подходят к концу. Сейчас как подфармимся со всей силы, да? Поехали. Ты сообщение в ВК прислал. Ничего себе. Ты, Игорь, прислал. Лобидап. Если ты зайдешь на стрим, знай. Лобидап. Да, все работает хорошо. Up and down together. Вверх и вниз вместе. Да, да, но это опять же песня про рандом. Сначала продавим, всей команды поем на фланг, а потом все сдохнем. Вверх и вниз. Заебал такой круиз. Слушайте, они там все такие агрессивные, так едут, как будто бы собираются пялить в ЭС. У меня есть православное дерево. Единственная надежда, да, это православное дерево. Я все еще с пермача. Они либо будут толпиться в кустике, либо пытаются вкатить. Потому что там тоже жопа. Угу. Причем крайне грязные.
Fucking nice. Я, слушайте, Базанов молодец. Хотел. Даже в пердак не пропустил. Молодец, слушайте. Красавчик. Светлая голова. Единственная светлая голова нашего рейха. Интересно, что он затевает, слушайте. Иван Затевахин. Кстати, мог ему подсунуть, если бы сильно надо было. Да. Я ему не подсол, просто потому что не надо было. Да, в принципе, он меня не засветил. Ну, потому что не надо. Эх, здесь реально очень много танков, нам бы за этим делом следить и вовремя свалить. Пиздец, он сюда смотрел. Складик этот подсунули там. Дек. Опять БК. Ладно, мне до этого не БК было, да, но опять крит. Опять крит. Егор крит. Мне каким-то хером надо свалить отсюда. Да. Ну, в принципе, почти не просрал момент. Да, единственное, что я остался шотный, потому что черкошотер снайперит, вон там где-то или там. Не знаю, ну, поступок чмошный, конечно. Это, конечно, чмошный поступок. А такой же чмошный, как критануть мне быка. Объективно говоря, не по-джентльменски. Вся команда снайперит. Ладно. Я сам прохерил, надо было раньше сообразить. Еще не растуманился с утра. Это нормально. Это нормально. Просыпаешься с пальцем в жопе, значит все хорошо. Значит ты здоровый. Ох, бля. Да, вот так, в такой тайминг еще интересно, да? Даже лампа не успела засветиться. Но они стреляли в меня, они уже видели. Да, а какой у нас сервачок? РО1. Господи. Господи. Давайте, на каком вчера серваке был? На Ру-6, по-моему? И на Ру-6, правильно. Хотя ладно, здесь поиграем. Но пока что впечатление так себе. Хотя, блин, у нас команда такая была неуверенная. Никого особо и не жмыхнули даже. Паре my life. Ну, конечно, как лодка какая-то выглядит, блин. Лодочный танк. Александр, здорово. Здрасте, здрасте. Так, ну пошли мы заодно чекнем коммент сейчас. УСД. Я Хиряна сыграл. Поэтому не скулим. Кирилл Дмитриев, здорово. Здоровенечко. На огник все. Хорошо. В этот раз не вышло, но в следующий раз получится. Прикиньте, у меня какой-то мужик сапоги делает на тролла на стриме. Потому что мой стрим не запускается. Так. Ясно, короткий стрим на коленях. Ну и все. Ну и все. Прочитай. Панда, здорово. Я как жалко, что мне не выпал этот гребень. Да, гребень охеренный. Гребень охеренный. Ну, на нем реально можно и на ББ играть. Вполне себе крутая стежка.
Не изменилась бутылка. Да, на это удобнее намного садиться. Не то, что на 5-литровку. Но раз, что я не донатил в этот зал. А мне, кстати, тоже на халяву выпало, блин. Что, ну, на самом деле, как, да, мир очистился после смены правления, да, в мире танков. Халяву можно было выбить, ну, один из самых имбовых танков. Да как-нибудь так без проблем проскочить, чтобы прострелить перекатку. Оу, хорош, по попке, по попке. По леопардовой попке. Шлепнули. Вы. Улон, вы. Там будет сейчас на свет. Оу. Да. Все, барабана только один раз дал. Он хотя бы на ассисте. Ой-ой-ой. Я не знаю, засчитает ли мне по гусле ассист, да, он там отремкался в тайминг. Вообще могут. Ух ты, блядь, еще одна гусля. А чего не допяливают? Вы что, конченые? А, мне только бабаха здесь, все. Ну ладно. Вышло крайне потешно. Крайне потешно. О. Давай, давай, давай. Эх, свинья, свинья. Не, даже не думает откатываться, но, видимо, что-то знает. Бабаха поднюхил жопу, видели в крысу? Это очень крысиный поступок. Очень крысиный поступок. Но ждем развития событий. Ждем развития событий. Видимо, тяжам в очко настреливает. Молодец. Камон, let's go. Первая тычка как будто бы зашла, кстати. По крайней мере, мне хочется в это верить. Хорошо. Так, дерево ловко повалено у меня тут, да? Просто песня. Просто песня. Ну давай, давай, давай. Ты же хочешь, сука. О. Бля. За него его спас рельеф, а этого придурка шотнули. Я не поеду в яму, вот эти могут развернуться и обоссать меня. Более того, они только этого и ждут, что я им скажу. Хорош. Мужчина. Мужчина, попустили ПТ-водов грязных. Собачью упряжку эту. Рассували. Рассували. Здесь можно давить. Как мы так и сделаем. Надеюсь, он догадается, что надо меня ждать, да? С другого конца карты.
Знаете что, вот на восьмерках намного приятнее играть, чем на санных десятках. Тут не так много психоделики грязной. Вот что я могу сообщить. Your sexy body is under control. Такая, знаете ли, строчка. Хочется нервно утирать пот со лба от перевозбуждения. Ну, я сейчас приеду, хорошо, если один раз дам. Но я точно получу хоть разок по щам. А вот и первый разок. Каким-то хером он не насветил веселого мальчишку на хэвике, не подсунул ему, прикиньте. Этот на 10-м левеле стоит. Ебать, эта мусорка здесь. I need asshole tonight. I need your asshole tonight. Да уж, некрасиво вышло. Откуда, во-первых, откуда этих ублюдков здесь столько? А во-вторых, почему все еще засветит? Young man. Не высвечиваю эту мусорку. Он еще и, кстати, шотный, он затерпел, прикиньте. Все еще фуловый почти, да? Ну, нет ничего лучше, чем просто пассивно терпеть. Да, он этим путем и пошел. Пассивненький терпеж на бульваре, Слейвс. Текьера, это любимый перевод, кстати. На Russian language. Далеко выехал, да, Свертухесенко? Ну, я не сильно виноват. Ну, я типа затормозил, меня вынесло вперед и пока назад. Ну, короче, да, и он куда-то смотрел, повернулся и плюнул. Да. Да, хера себе он еще добил. Короче, мы сейчас еще можем... Ладно, не сольем. Не сольем. Окей. Так, и на халяву 4 топчика выпали за отмычки. Ну вот. Бабаха же паню. Да, я с тобой согласен, что она смотреть. Да, реально, блин, душа спокойнее. Зачастую даже веселее играть. Потому что там вечно херота происходит. Причем вот даже катка с десятками, да, казалось бы, на коленках, а вот все равно приятнее. Данте, здорово, Гачслей, привет. Приветик. Здорово, родная. Здорово. Как там трова, жил или нет? Нет. Там мужик все еще сапоги делает. Так, окей. Окей, спасибо. Кто прожал лайки, где бы вы ни были, молодцы. Молодцы. Поехали дальше. I want your love. Я как-то низко сижу, как будто бы. Блять. Оп. Оп. О, слушайте, подрос Гачслав. Подрос свинья. Как на камере там. Пойдет. Ну, мы однозначно едем в город. Ну, это гача ВЛД. Перевозбуждает адски. Поможет, пишет.
Знаете, что в городе вообще народу мало. Может быть, стоило и сюда поехать? Ну, поехали перекаточку хотя бы прошевелим, что-то такого, да? Не вижу. Ну. Не видно. Не захотел досасывать третий, ну и ладно. Не так уж и нужно было. У нас пиздюк все еще живой, прикиньте. Типа он еще вот это проломал вовремя. Секите, где Исушка? А Исушка в ангаре. А видели вот этого бороду апать будут? Короче, нам можно не стрелять. Абсолютно. Это уже абсолютно. И не начекали эти обезьяны. Бля. И ты сюда приехал, дерьмо. Это до конца хочет любви. Ёбаный рот, помогите, суки. Секите. Блять. Пизда. Он под всех подставился, мне еще арта скинул. Там просто пиздец на базе. Арта смотрит вот сюда. Жопа. Жопа черви огурцы. Жопа черви огурцы. Вы видите вот эту хуйню? Ну это такая хуйня. Какой нахер Лорейн? Да, еще в тайминг весело именно здесь. Он еще поехал в парол, вообще не боялся, что откуда-то отпялит. Да, ну, Каен, если что, кого-то целит. Пожалуйста, осторожно. Шмар какой. Шмар-кошмар. У меня, знаете, какой план был? Типа, я проеду сюда в яму, потом я решил, что можно и за домами здесь повыцелить, все такое. Ну, типа, это будет идиотская идея выезжать сюда. Ну, Лорейн выехал, сдох целиком, зато меня зажмал. Да, и самое смешное, что я, честно говоря, не рассчитывал, что будет Лорейн. Ну, что какая-нибудь шваль здесь будет, ну, типа, ладно, поймаю тычку, ничего страшного. Да, что печально. Это печально. Степан, здорово. Рандом, конечно, веселый сегодня еще какой. Вот у них команда не оказала сопротивления. У нас... У них как бы никто в город толком не поехал, да, но и у нас тоже. И к ним просто приехали, смыли базу. Не пропушили, а именно смыли. Именно смыли. Недоеденные пельмени, блин. Так. Тимин, привет. В третий раз пытаюсь узнать, какая у тебя средуха на КВ4. А я в третий раз показываю. А я в третий раз показываю. Короче, у нас было 3000, потом был лоховской стрим. На прошлом стриме мы играли, у нас было
2900 с хером, а потом под конец мы пососали, ну, короче, видишь, уже даже не 2900. Такая средуха. Так. Чуть на КВЕ не уехал в бой. Поехали. А Рэмбо 3 двоечки у них есть. На Корочуне, что символично. Надо будет окошко, наверное, открыть. Жарковато в байке сидеть уже. Такое ощущение, кого-то батареи включили. Ну-ка, ну-ка. Понял. Я ему так для обозначения присутствия подсунул. Кстати, после этой тычки я только засветился. Но он не хочет, конечно. Пока что не хочет любви. Господи, ну вот Корочуна, вот просто омерзение видеть. Просто вызывает омерзение. Talk about. Я понял, будет вкатик. Между первой и второй вкатик небольшой. Бля, ну это просто пизда. Хули мне с этим чертом делать теперь? Понял, блядь. Мне высвечивается эта хуета. Честно говоря, все мега дерьмово выглядит. Короче, кстати, снайперит. Нет, хуйня высвечивает. Блять, как мне заебали эти ублюдки. Сука, вот Корочун это...
самый снайперский танк, самый пробивной, он, блядь, просто делает все. Его невозможно пробить, он постоянно попадает, постоянно пробивает. Все. Все. Не бывает такого, что Карачун промазал, да. Постоянно бывает такое, что Карачун танкует. Все, сука, подряд. Просто все подряд. Офигеть, я танканул, ладно, наныл, наныл. Он еще и снайперит. Пиздец. Пиздец. Этим голдецо зарядим. Я в труп попал. При том, что в него особо-то и не летело этот ссаный труп. Бля. Бля, папаша, не еби. Не еби ты меня, не еби. Ой, бля. После его выехал дерьма кусок. Я даже его в щеку не пробиваю, но это просто... Да уж жопа. Слушайте, а пошли на другой сервачок. Ужас какой. Меня переснайперил Карачун. Это норма. Это норма. Пошли на Ру-7 свой. Погруется, я комменты чекну. Так. Зафиксировал, хорошо. Если не секрет, скажи, сколько витебски ты тратишь на жизнь в месяц. Ну, я стараюсь не больше 50 тысяч тратить, если российских. Это с учетом того, что за квартиру надо заплатить. Там парочка рассрочек мизерных. На мобилу там кинуть, на интернет. Ну и плюс на машине я не езжу, так что, ну, типа, не более 50 тысяч вполне реально. Единственное, что у меня пару раз тут кот заболел, да, и мы только ему на операции, на все такое. Отдали там почти 30 косарей. Ну как мы, я, блядь. Я. Госпожа только один раз корма купила ему. Ну вот, а так, в целом, если всяких эксцессов нет, то типа до 50 тысяч вполне себе можно жить. Ну что, наверное, не будем конца катки ждать, да? Или подождем? Или подождем? Так, а что там с табани-то? Давайте такой поставим. Нищенский стабилизатор поставим. Тих-тих-тих-тих. Хорош. Так, какие у тебя песни ковбойские прям для такой, ну, да. Да, блин, нормально, позитивная музыка, она прям как-то... Стрим легко проходит, даже гудок меньше горит. Красота. Ну и вам тоже, мало ли, настроения нету. Подвеселит трохи. New Donation. Понятно? Давай-ка New Donation. Let the feasting take control.
Ну ладно, к семеркам нихера себе. Да, с нищего респа, как бы, что-то хотел, чмо. Любишь нагибать, люби и сосать. Shame Attraction. Кракин. Ну, ладно, там такие эти грамматические ошибки лепить, там кто не без греха, да? Но уже в никнейме, да, который, ну, типа, у тебя постоянно будет висеть. Хоть бы загуглил. Тракен. Так, я успел дерево положить. Как раз под сладенький бортик. Блять. Ну ладно. Третья тычка чуть не зафейлилась, видели? За ваше здоровье. За мою и за мою очко. очко. Хорошо. Хорошо. А ну-ка в сейф. Мало ли там песня. Сейчас чекну, возможно, прохерился клип. Нет, это панда без текста. Спасибо, родная. У них сюда никто не приехал, пацаны. Не все там. Там Зигр, блин, в Зигра, конечно, пострелять было бы здорово. АФК сюда! Бля. Слушайте, в деда скидывается кто-то. Блять, Скорпион. Вот в него стрелял какой-то хуй, который вообще мелкий совсем. Да, Скорпион в него не стрелял. Ой, блядь. Get your ass done for me now, boy. Да уж. Кирилл, я думаю, столько бы влияния на бой не оказалось, если бы был не АФК, уже скажем. Да, видишь, он сагрил. Две алчных свиньи повелись. Че мешало сразу так выезжать аккуратненько, да? Казалось бы. Бля. Ладно, я хотя бы загуслил. Get your ass now. Музыка такая, знаете, как в этом, как в палате для буйных пациентов. Лишь бы хуйня не занимались, да? Лишь бы крыша не ехала. Ладно, молодец. Должок вернул. Вернул должок, присел на подкок. Бля. Бля. А мне нельзя вниз падать, там мразь на Скорпионе. Причем грязная. Да, я чуть в кабачковый крак сам себя не привел. За уши причем. Ну ладно, подождите, мы сейчас еще приведемся. Еще не вечер. Не вечер. Ну-ка, ну-ка.
Мы этот моментик это доиграем веселый. Сыграешь пару боев на КВ-4 Тейсом УСМ. И если он есть, Есть, братан. Танки на заказ. А давайте вечером танки на заказ сделаем. Я так посмотрел, я все равно пока что не могу открыть курву польскую. Надо было с утра на ней сыграть, потом решил, ладно. Ладно, а танки на заказ мы сыграем. Ладно, я понял, движа не будет. Движа не будет. Let's make you cry. Ну, голос у мальчишки Лоховской, да? Видно, что первый раз поет. Ладно, мы просто на паузу поставим. Врубим вот это вроде. Значит так, Даниил, мое почтение. КВ-4 и Самуа. Ну-ка, ну-ка. Don't want you, boy. Так. Не, я не буду прерывать твои веселые. Хорошо. Так, ну-ка вы пошли быстренько чекнем. Коммент, да. На Троу все еще мужик сапоги мастерит. У меня. Ох. Ну, а 8 левел ты открыл, вроде подвох, кажется... Не, вот до 8 левела нам 2 жетончика раннего доступа надо сделать. Ну, может, вот за этот стрим и открою, хз. У нас был стримест на 7-м левеле, но он такой, в принципе, более чем норм. Ну, 6-й точно охеренно крутой. А вот 7-ку... Блин, а может я не играл? Виду вроде играл. Потому что чуть есть. Будет полный фистинг от борта. Полный фистинг от борта. Я пытался с рикошетом пиздануть. Ай, блядь, ты еще приехал, свинозавр! Хоть он видит мой хвостик, прикиньте. Ну, он даже в ящик не суется. Просто на похуй. Просто на похуй. Ну, ему очевидно похер, куда стрелять, потому что если бы он был скилловичок, он бы вообще в борт мне даже не стрелял. Понимаете, в чем дело? Он просто выезжает и стреляет в середину. И делает это умело. Вторую дозарядим. А давай от борта, дружок. Я дождусь-то свинью. Мне спешить некуда, мы его дождемся.
пизда. Какая пизда. Вот, ну ему насрать. Ему просто насрать. Это, ну, блядь. Я не знаю, мне кажется, только у меня одного проблема с теми самыми корочунами, я вам серьезно говорю. В них сейчас стреляешь, он вроде огромный сарай, в уязвимые зоны, хер попадешь. Давай, мразь. Ты же хочешь до Эйнул. Пацаны, поехали давить. Просто пизда. Куда он меня пробил? Корочунов, кто не шарит, 350 пробития. Даже фугасом. Бы стрелял фугасом, все равно меня пробил. Просрал тычку. Даже не одну. Землю. Его лопнули просто. На 800 пойма. От кого? Фугасом выхватил на 800. Что мы говорим по попаданиям про не сегодня? Реально катка такая неудачная вообще. Да уж я особо и не потанковал даже. Что он доживет, не доживет. Хорош. Я его насветил. Ну ладно, почти 3К суммарки, окей. Окей. Я же все эти задачи на жетоны выполнил, сам не понимаю, как просто в Нетике вечером поиграл, а вчера смотрю, все прошло. Красава. Так у тебя, бля, такая же херня с этими корочунами. В этом столько брони, я не знаю. Его как апнули, это просто пиздец. Даже, ладно, хер с ним, он танкует все. Он же все пробивает, все попадает. Вообще всегда. Свертух, не свертух, вы заметили, блин? Просто колесница сатаны. Просто саная колесница сатаны. Мне, конечно, закалку бы не помешало, да, поставить. Но поскольку закалки нету, это дерьмо поставим. Ничего страшного. Ну и на голде поедем. Где-то ставим. Погнали.
Так, а я быстренько чекну комменты. За музыки короткому стриму пизда. Тимофей, здорово. Это такая же история с крученами. Их то ветер кто не заметил, то пробить не можешь никак. Ну, у них, причем у них-то броня особо не рикошетная даже. Ну там он просто квадратный. Он просто квадратный. Не пробил рикошет, тыры-пыры. Там тем более, что и брони тоже не сильно много, ну пускай 250, да, там. Бля, ну это вообще. И все равно в НЛД, не в НЛД, просто отскил. Серега, здорово, родной. Потому что я, наверное, не успею зарядиться до перекатки. For your soul. Не, я успею, потому что я медленно еду. Не потому что я быстро заряжаюсь, потому что я медленно еду. Я хотел перерубить троху, но что-то, видимо, не срастется. Вторая густа, интересно. В дом или куда? Куда тычка пропала? Ладно, все, я понял. Давай. Пока музыку перерублем. То за это точно ебнут. Ну, в принципе, на ютубе стриму точно пизда, да? И так была бы. А на остальных платформах пофиг. Чакабум. Чакабум. И что, Алексы не едут сливаться в перекатке? О, а какая такая влажная крыша там. Ладно, тихо. Разрядишься? Продолжим. Он разрядился, да? Фугасный С. А было смешно, если бы меня фугасом пизданул, да, в бот? Понял. Ну ладно. Раз уж такие дела. Ну вообще, я не знаю, чем здесь заряжена голда. Он на ББХах более чем за БС. 232 это... Ну это супер круто. Я вот не пойму, хочет он сосать или не хочет. Не хочет. Это я, походу, хочу вот оттуда. Take us hall. To be mine. Тортяныч едет. Молодец. А как мне его пробить? Хорошо. Мансит кепкой. Какой ты жадный. Пизда. Ну, ладно, хер бы с ним, как бы последняя тычка за П. Вы видите, 4 раза в кепку попал. Ему, если что, даже в упор можно зафейлить тычку, на чем бы ты ни стрелял. Даже на самом точном танке, да, на С7 с вертухи, в упор абсолютно жмыкнуть, можно его даже не пробить. А тут оп. А тут оп. Оп! Огорчился спермахлеб. Кажется, в будущем он поедет вперед отсюда. Влад Кадо не шарит. Смотрите, что сделал гриль. Ну ладно, хотя бы за проезд заплатил. По закону проезд. Что там еще и фор? Ну когда этот дебил выкатится, секите. Не выкатывай.
Пизда. Пизда. Блять, ну это настолько смешно, да? У него там нету брони. Как бы абсолютно. Абсолютно нет брони. Мне сейчас в жопу закатится еще. Да, мы тут поплачем. Под пуша, кстати, выехал. Бля, мусорка самая. Надеюсь, Пош не будет против, если я вот так вот здесь постою. Блять, меня заметил. Блин, ну ё-моё, ё-моё. Этот пес мне еще накидал. Какая свинья, да? Как же ему везло. Если бы не этот пес, да, во-первых, я 100 раз мог его убивать, и я бы здесь еще постоял бы, пожил. Я бы дозарядился, по шабу накидал. Да уж. Да уж, у меня что-то не зашел 50 стом. Какой-то он не такой. Ну, мне тоже пушка не нравится. Она ну, как-то не сильно комфортная. Не сказать, что она дерьмо, да? Но она мало комфортная, если можно так выразиться. Надеюсь, что вы меня поймете. Надеюсь, что Бог меня поймет. We are feeling okay. Так, видеосъемка здорова. Напрасно ты так про 257. У него охеренный фальш-бальтар. Я понимаю, но, понимаешь, над бортом гнутым борт, который пробивается. Ну вот. А еще в морде нет брони. Но я ну точнее не я, да, я-то нормально уцелил. Я попадал в самые интересные места, да, если попадал. Полным сведением. Зато Тортяну в кепку почти весь барабан. Почти весь барабан. Говно. Говно. Плюс у 257 еще крыша пробивается нераздроченным членом. По совокупности всех вот этих ТТХ я считаю, что он дерьмом. Ну да ладно, я понимаю, что есть фанаты у каждого танка, но либо не фанаты, а любители. Не хочу никого оскорбить. Но так получается, что когда делишься своим мнением, по-любому чье-то мнение задеваешь, да? Каким-то мнением пересекается это. Именно поэтому большинство стримеров просто не пиздят ничего. Просто играют и там, не знаю, по игре чуть-чуть и все. И люди смотрят. Просто пиздец. Вы офистен, окей. Слушайте, а можно было вон там пострелять, что это... Скукожился. Скукожился. Короче, вечером будем катать танки на заказ. Заказ танка будет за 50 рублей. Да. За минимальный донат. Он приехал. На девятке против семерок играет. Он стоит от башни. Что может пойти не так, да? Принимает. Приемочка там стоит. Вы офистен, окей.
Это где меня уже успели начекать? Интересно, какой контингент там в кустах стоит? Меня начекали. Определенно из куста. Так, тайпец едет, чмом. Да, он с девятками играет, и он уже насасанный. Он уже насосанный, черт. Я думаю, бортом будет. Бля, жестко. Он будет рассказывать, что команда чмари. Хетцеры, да, сложены четко. Пашку этого дочистили. Дочистили, как старый деревенский долбан. Слушай, меня оттуда могут подсунуть. Понимаете, о чем я? Вы офистен, окей. На базе AS Hall. You take my ass, you take my ass control. Будет стоять контроль теперь. Сука, вот надо было стоять, смотреть на него, как дебил. Богатырь приехал. We have a problem. Ладно, пока эту дырку затыкают, проблем у нас особо нету. Надо было раньше сюда сваливать. Выйду эйнал, окей. Сюда нас свалит, потому что, ну, вот это вот все будет расфестовываться. Жестко причем. Плюс у нас на базе скандальчик намечается. Бурза детектед. Да пошел ты нахуй, господи, он там стоит весь бой. Где-то там охеренно далеко. Причем в этих он не засовывает, что интересно. Как минимум, да? О, Секит стоит. Здорово. Здорово. Напомним пацанам, что нам базу берут. Мало ли они заигрались. Это чисто сборная по КВН у нас. Я бы так сказал. Ну, им реально все равно. Your ass is mine. Слушайте, а Джессор походу в кругу, да? Ловко подгуслил и не успел. Сейф. Да, ясен хуй с вертухи забирает. Ну, не забирает, да, почти забирает. Да. Пикселек, будь здоров. Молодцы, пацаны. Молодцы. Ой, говнари грязные, как ненавижу этих петухов. Им вечно везет. С этим вообще не поделать ничего. Есть какая... Почему нельзя ввести Аваруску, какой просто икона, блин, чтоб ублюдкам не везло, да, чтобы они не убивали тебя последней тычкой, когда у них вылетает выше среднего. Да, всякие потные такие тычки, чтобы с вертухи тебя реже попадали. Это была бы самая имбовая оборудка вообще в истории. Бля. Is mine. Забираю его. Хорошо. Хорошо, ладно, победили, хер бы с ним. Но грустно.
Но грустно. Такой, конечно, бронзур у него. Будь здоров. Бабушка сиську показала. Ready for you. Ладно, хер бы с ним. Джисер дал 6 фрагов. Молодец. Молодец. Пошли комменты чекнем. Спасибо, кстати, за 7 лайков на большой трансляции. Молодцы. Так, привет. В лоб он пробивается в НЛД, а в ЛД не очень. Я не фанат. Ладно, я понял. Я понял. Как ты, братан? YouTube тоже херово работает, я смотрю, да? Потому что настали кризисные времена в стримерстве, надо их как-то пережить. Вот, честно говоря, вся надежда на на платформу VK. VK. Хотя даже в группе ВК сегодня просмотров мало. Жмем бусты. Come on, let's go. Жмем бусты, come on, let's go. Ах, бля. This is mine. Так, а я все чекнул или я черт? Одно из двух. Тоже тут тормозит. А, в Беларусь. Не, в Беларуси ни хера, у нас ничего не замедляли. У нас, честно говоря, попиже интернет, чем у вас. У вас, например, даже кинцо посмотреть, вот мы в этом Питере были, такие сайты типа Киного, все эти, вот эти самые попсовые, они все забанены, я хуй знаю, как там это все дело, да, через Яндекс.Дзен смотрели. Вот, а у нас вообще ничего не забанено. Я даже ни одного сайта не вспомню, который забанен, и чики-брики. Ни Инстаграма, ничего не замедляли. Но все равно влияние такое же, потому что надо понимать, что в Беларуси население 10 миллионов, а у вас там 150. И... Ну, короче, вы поняли. У всех там аудитории, все такое, ориентированы на русскоязычную аудиторию, извиняюсь за тавтологию, но как бы... А Russian Federation все забанила. Так что идут страдания. Ну, я вчера так чекнул у этих, у других стримеров, там онлайн тоже там, наверное, в 3 раза просел. Точнее, не онлайн, а просмотры. Онлайн, честно говоря, хз. Именно просмотры. Немножечко себя успокоил. Но у меня, по сути говоря, на ютубе и так просмотры были на днище с Саном. И, ну, как бы, наверное, мы немного потеряли. Какой он уродливый, да, я хочу его. Я хочу его. Мы здесь настрадаемся. Нам тут покажут Дик. И Кузькину С. Что он там забыл? Отсветка всегда происходит крайне долго. А чтобы была возможность пососать повыше. Здесь меня сразу вчекивает. Сразу же, сука. Оп. Мне каким-то хером на вкатке даже не подсунули кабачок. Но это редкость. Редкость. Вот этот пуделек, кстати, меня зачекал. Пуделек по имени Бульдог, да? Аньонис. Get down, Аньонис. Now, boy.
короче, блокировочка сильно сказывается в плане там просмотров, донатов, кстати, тоже. Да. Зверобойчики всякие, все хотят его свинью эту грязную. А зверобойчик по итогу и подсунул. Твой кабачок. Смотрите, какой калибр. Ёбаный рот. Это охеренно плохо. Мы не можем ехать дальше. Казалось бы, если бы там просто Леха какой-то жил, он там иногда их подчекивал, мы бы отсюда их расфестовали. Была бы расфестовочка. Была бы расфестовочка. Здесь ничего не по скорострельности. В Яшку пострелять дерьмо. Яшка может хоть заберет. Подлива грязная. Землю, ты чё, ты чё? Fuck you. Хотя Яшка не намерен останавливаться. Но. Хорошо. Отлично. Отлично обкашляли. Да ёбаный рот. Да, очень потно, потому что здесь нельзя вообще в простреле оставаться ни на секунду. Артоводы и ПТ-свиньи вот ждут. Именно такого ждут. Могла случиться чувава ректальная. Ректальная чувава. На бульваре, слышь. I walking on a dungeon. Все что светит. Ну, видимо, пудель в кустике сидит. Да. Чешет там за ушком у себя. Пизда. Бля, жестко. Надежду ему даем, чтобы он это... Чтобы он не того. Так, ну папаша же здоров, это хорошо. Признаки жизни подает. Ну, я надеюсь, что здесь больше некому вкатить. На Скорпиона будет стрёмно ехать в морду, хотя мне по силам его ёбнуть. Надо вот это как-то подразыграть. Пизда. Бля. Короче, ЛТ-пудель высвечивает всех. Просто всех. И он, скорее всего, просто стоит на месте. Я буду там искать где-то, а мы пытаемся Скорпиона вернуть. Неужели он просто стоит здесь? Наверное, поехал тоже через лестницу, через ЖД. Сейчас за артой проскочим бочком. Это не ожидает никто. Да? Ой, пудель этого грязно. Ой-ой-ой, как будет охеренно, если мне получится подсунуть. Да, причем без проблем.
Мусорка дырявая. Пизда, блять. Один, сука, хп. Какой же ты мусорный черт. Ладно. Ладно, допели хер с ним. Я был уверен, что мне ёбнуть еще пробьет. Ну где же мой Dungeon House? Поехали через яму. Пиздец, они базу берут. Ой, прикольно. Ладно, хотя бы 2 подсунул. Причем выше среднего, да, зашла. Пизда. Ну вот он где-то там. И мне в самый хвостик пизданул. Мрази грязные. Грязные. Так, значит. Так, или только монетизацию. Батька ведет нормальную политику, однако да. А сейчас проверили численность населения Беларуси. Менее 10 миллионов человек. Никогда не думал, что так мало. Меньше населения Москвы. Да, да. Ну, вообще, 10 миллионов, я тебе больше скажу, никогда у нас и не было. Наверное, на момент распада СССР там было 9 с чем-то. В какой-то момент даже было меньше 9, по-моему. Или нет? Ну, короче, бабы не рожают. 9 там с копейкой, может 9 300. Да, честно говоря, у нас рожать, блин. У нас даже ипотеки нету. Кредит брать там. Ну ладно, раньше можно было, раньше, знаешь, как. Все равно наши деньги очень быстро обесценивались. Ты берешь кредит на хату, да, там в нулевые, например. Берешь кредит на хату, терпишь года 2-3, а потом бабки настолько обесценятся, что ты платишь копейки. Потом эту херню взяли, короче, на карандаш. Теперь оно привязано к процентной ставке и... Ну, не получится. Не получится. Ну, типа как в долларах, если возьмешь кредит. Ты понял. Вот. Ну, а в целом, как бы, то же самое, что у вас. Так. Так. Спасибо за 8 лайков на большой трансляции в Ютубе. Меня на Троу запустился стрим, друзья, понимаете? Наконец-то мужик доделал спаги свои. Fuck you. Fuck you. Love you is guarantee. Поехали дальше. Ладно, меня устраивает и карта, и респ. Ну, Карелия, ясен хер, дерьмо. И это надо понимать. И это надо понимать, но в остальном ЗБС. Ну-ка перекаточку чекнем. А здесь танков нету, дерьмо полное.
Рельефчик такой лоховской, конечно. Неудобный. Вон он, вон. А где доходяги? В смысле, блин? Здесь я никого. А если я пойду вперед? Ну, типа, я буду подсвечивать вот этих двух граждан. Они еще даже не в позе. Да, им надо где-то здесь быть, чтобы я поехал вперед. Как будто бы зашло. Хотя с такой дистанции хера чего вижу. Крот слепой. Якин вкатывает. Якин вкатывает. Ну ладно. Кстати, можно было сюда подкатить. Да, вот этот можно прочекивать. Хорошо. Хорошо, за свет разделили. Яшка прохерил всех хитпоинты свои. Они все на базе, прикиньте. На том фланге тоже особо нет ни хера. Я сюда не поеду, это очень рискованно, мы с центра будем их начекивать. Ну, в дефе надо понимать, что это вообще настолько респ дерьмовый. Невозможно, блин. Что расположение провоцирует Алексов стоять на базе. Хотя, по сути, деф выигрывается, если очень агрессивно все разыгрывать, тогда ладно. Да ладно. Да. Да. Просто стоял кто-то, смотрел в небо, повернулся, пизданул. Вот и закончились, ребята. Не, знаете что, давайте мы по-другому. Хотя где-то от Еписюна, может быть, можно играть. Даже не пытается чекать. Да уж я начинаю подозревать, что у меня такие же лалки в команде. 1 в 1. Да, он думает, что там есть танки. Это спорно. Это спорно. Вот такое гей-порн. Емельки тут нет. Хорош. Хорош. Пиздец. Ну, все позволяют, пацаны, просто в поле стоять. Хоть кого-то нащупали, да, я думал, они уже все за камнями терпят. Немельки все еще нет. Ох, бля. Риком. Кто помочь пацанам проехать вперед? Здесь могут ублюдки стоять. А, Эмильен здесь. Ебать, ты тут стоишь, дед. Бля, доберите его, умоляю. У вас там столько танков, пацаны. О. Да, секите. Кританул, блядь, все, что можно. Это просто пизда. Ничего умнее не придумал, как просто выехать в пород, жмытнуть меня. Блять! Линус тоже здорово, а вот это верно. Здорово.
Какие скоты, Господь, и они все еще стоят там. Господи, деда. Ну, деда, кстати, наверное, только 62 могла пялить, да. Они даже вслепую вкусненько дали, прикиньте, насколько смешно. Сидел там фуловый. Рико де ла ночи. All night long. Почекаю комменты. Ну, в группе ВК сегодня тоже кисленько. Кисленько. Unlearn, здорово! Здорово. Да, капец, да, слушайте. Ну ладно, у нас хотя бы суммарка нормально, все дела, но это... Кто не святое, на то пиздец. Клана Кот, Емельян. Мы не победим здесь, пацаны, вот доехали и стоят. Ни одной попытки проехать куда-то. Ни одной. Даже Еписюн сообразил куда-то поджаться. Но, честно говоря, я думаю, что он поджался почти в ангар, потому что, ну, здесь пацаны давили, их всех рассвистовали. Он примерно по такому же сценарию собирается играть. Че, о кодах рассказывать? Надо бы, я рассказывал раз 700. Походили по музеям, по Питеру погуляли, побухали. Кота вырали с собой, котейка в депрессии. Приехал, что-то грустный ходил, сейчас вроде более-менее дрыхнет где-то. Там ему охуенно понравилось. Скакал как ебанутый. В артиллерийском музее были. Ни одного пидора не встретили, что странно. Вот, ну, в целом музей крутой, вообще капец. Вообще. Я причем думал, что там только на улице экспозиция. Походили, позырили, а потом, ну, можно сказать, случайно зашли внутрь. И там было нихуевенько. Охереть, как круто. Плюс еще на заднем дворике там есть экспозиция. Там даже есть трофейная хохлотехника. Ну, такая подбитая, все дела. Вот, но мы посмотреть не дали, потому что там по заказанной этой экскурсии, все дела, по заранее заявке. И пидоры. Ну вот. Ну, мне удалось там прокрасться через забор, там хотя бы через забор посмотреть на хохлотехнику трофейную. Я ее в Кубинке видел. Да, в принципе, ничего нового не видел, но все равно. Но все равно. Есть там, кстати, даже всякие трофейные беспилотники, флаги хохлядские. Вот. Оу. Да, время закончилось. Не просто всей команды сидели на базе и не делали ни хрена, кроме как идиотских всяких мувчиков. Победили. Прикольно. Прикольно. Не потому, что они охуенно молодцы, потому что наши Алексы просто не ехали. Get your ass tonight. Да. Да уж. Слезы по nice ass. Я еще второй порон. Ну, конченый. Ну, конченый. 62-ка настрелял, по сути, по моему засвету. Так бы я еще в топе был. You know? Так. Понятно, главное, чтобы было заодно с Россией. Надеюсь, так и будет. Я тоже надеюсь.
учетом того, что многие страны бывшего СССР либо настраиваются, да, против России, там всякие Казахстаны, Кыргызстаны, да, там национализм возрастает, что вот Русня угнетала всю историю, вы такие молодцы, да. Почему в Древнем Риме учили казахский? Это и много другое. Удручает, знаете что? Что Россия с этим никак не борется. Мне кажется, у России достаточно денег и влияния, чтобы организовать свое, не просто пророссийское, а свое правительство, да, где-нибудь в Кыргызстане, Узбекистане, даже в Казахстане, я думаю, это вполне реально. Просто нужно немножечко изворотливости и, не знаю, и этих, и нормального начальства ФСБ. Такого, которое было бы способно, да, заниматься всякой подковерной хуетой, то, чем они, честно говоря, и должны заниматься, а не просто дойкой бабла и всякой хуетой войсковой. Вот, а в Беларуси как бы тут чисто на батьке держится, потому что, во-первых, у нас многие батьку не любят. Вот. Многие люди вообще не понимают, что куда. И те ребят на, там, не знаю, Польшу, Хуёчу и так далее. Бабло покажи, и сразу же всех россиян будут называть русней. Вот в чем проблема, и Россия, честно говоря, для культурного сближения не делает нихуя. Вот у нас, например, есть так называемое союзное государство. Я даже белорусские бабки ни в одном банке у вас не могу поменять. Причем украинские, да, гривны, я могу поменять у вас в банке. Я с ними приеду. Белорусские я не могу. Не могу. У нас нету общей нормальной платежной системы. Ну, типа, ладно, мир появился, да? Кое-как. Кое-как. И то там, ну, типа, курс такой, ну, типа, кидаловский пиздец. У нас в целом кидаловский пиздец курс, если российский иметь на белорусский, белорусский на российский, там проценты такие слишком спекулятивные. Слишком. Такие пердаки, хотя, казалось бы, союзное государство, все дела, там чуть ли не единая экономика. Ну. Братские народы, блядь. Вот. Ну вот. Так что я думаю, все эти проблемы, которые будут, да, либо есть, и в первую очередь в них виноваты как раз таки не всякие там, да, ублюдоиды, которых, безусловно, херогра, и которые, понятное дело, тоже имеют большой вес. Слабость и импотенция военно-политического руководства страны России. Это, точнее, не слабость и импотенция, а слишком сильная либеральность. Это доклад окончен. Но, объективно говоря, действительно, я, допустим, не совсем понимаю, за что борются, да, там всякие либералы и так далее в России, потому что, ну, у вас, объективно говоря, самый либеральный президент вообще, который только может быть. У вас там столько свобод, херогра. Вот даже в Беларуси, например, у нас менты и все такое, ну, они жестко, ну как, ну да, жестко работают на самом деле. И у вас там все настолько растащено, настолько похер. В Гаевых конкретно планы стоят, типа они вот под конец месяца особенно сидят, ебут, там на каждом перекрестке, ну почти на каждом. Да, всякие там у них есть облавы, планы операций, другая поебота. Ну, я в автослужбе работал в армии, и зачастую у нас там всякие месячники безопасности дорожного движения были и так далее. Мы с ГАИ тесно сотрудничали. Как бы ебут и требуют от пацанов, и они вот тоже там всякие, не знаю, постоянно переделают разметку, все такое, анализируют, хуизируют, там патрульку тоже ебут. Короче, у нас нарушать закон так себе затея, у вас намного закрывает глаза. Да. Короче, у вас страна вообще. Страна рай. Тем более, если говорить о какой-то диктатуре, не пахнет абсолютно. Вот, но
Это, конечно, здорово, но, наверное, в такие времена, особенно когда страна воюет, да, причем очень крупной войне, мне кажется, кое-где надо было бы быть пожестче, да, и решительные меры всякие и так далее. Вместо этого занимается хуйней, либо делать вид, что работает, да, создавать рабочий вид, либо просто бездействует. Да, ну если было бы руководство не настолько либеральным, я думаю, ну хоть кого-нибудь да разъебали бы, да посадили бы, да, может быть даже кого-то расстреляли вежливо. Не со всей силы. Да, потому что тяжелые времена требуют так или иначе тяжелых и решительных мер. Иначе будет залупа. Иначе будет залупа, черви, Новый год. Ты не думал в Россию переехать? Ну, думал. Думал. Ну, во-первых, мне тут не так уж и плохо. По знакомству квартиру снимаю задешево. Причем хорошую. Вот. Но если будет совсем тугонько, возможно, все-таки переедем в Москву или кто-то еще. Надо понимать, что, понимаете, в мире мы живем в капиталистическом, да, крупный капитал, все такое стремится в самые крупные центры, да, типа вот, ну, Москва, например. Соответственно, там самые высокие зарплаты будут. Все самое сильнее всего развито будет и так далее. Вот. Не потому, что, да, какая-то страна там долбоебы, нищета и так далее, то, что так оно работает. Вон Минск, например, крайне развитый город, там тоже высокие зарплаты и так далее. И, честно говоря, его можно даже с Москвой сравнивать. Ну, ладно, может, с Москвой и нет, потому что Москва мега огромный город. С Питером вполне можно сравнивать. Да, хотя Беларусь как бы считается страной бедной. Ох, бля. Проехал, на нее никто не смотрел. Я выехал, все на меня смотрят. Вот такие пердаки. То есть, если переезжать куда-то, да, то даже не в Минск, а в Москву, наверное. Ну, потому что так или иначе придется, не знаю, заводить знакомства и так далее с нуля. И тут уже не важно, с какого города, везде одинаковые условия будут. Наверное, надо будет в Москву переезжать. Это если тугонько будет совсем. До недавнего времени, честно говоря, смысла не было в период Москвы, потому что, например, канал много приносил денег, этого хватало более чем на жизнь, даже кое-что отложить. Вот сейчас пиздарез, но плюс еще время года такое тоже. Ну а дальше посмотрим. Так, у тебя неохота жить под санкциями без колы, айфонов и магазинов. Да хер его знает, я вот был в Питере, все там есть, и кола, и айфон, и Макдональдс. Ну типа вкусные точки называется. Нахуя ходить во вкусные точка? Вот у меня вопрос. Если есть теремок, мега охуенная заведуха, просто мега охуенная, мега охуенные блины, суп, все такое. У меня вообще есть некоторое проклятие, меня вечно наебывают в заведухах. Я всегда, если закажу что-то незнакомое, да, в незнакомом заведении, мне принесут уебищную порцию, хуево приготовленную, потому что у меня не самые высокие требования. Я, блядь, всю жизнь в столовках питался. То, что все время там на соревнованиях, там где угодно в разъездах, и в армии, например, да, там в училищах и так далее, там в школах. У меня невысокие требования, но, блядь, очень часто бывает такое, что уебищная порция за дохуя бабла. Да, а в теремке, сука, и, конечно, не реклама, но если кто-то есть из теремка, я вас прорекламирую, даже за блин. Да, с красной рыбой хоть с ним. Мега охеренные порции, все там нормально, по нормальной цене, все там охеренная еда, достаточно полезная и так далее. Нахера жрать во вкусные точки, вот я не понимаю. Ладно, там детям прикольно, мы можем понять, да. Но взрослые долбоебы, да, вы просто попробуйте нормальную еду хоть раз. Ох, бля, ну хотя ладно, это, наверное, вкусовщина всякая.
А в Беларуси, кстати, тоже у Макдональдса нет. Он тоже поначалу назывался «Вкусная точка», а потом переделали, он называется как-то, ну типа Мак просто называется или что там. И не помню, не интересует вообще. Не интересует вообще. Наверное, комменты не дочекал. Карачун! Чмо! Животное, это стрелять не буду, бесполезно. Дали бы ему хоть какую-то одну кепку, в которую можно стрелять, да, которая зеленым светилась бы, с пробития в дверь хотя бы. Мне кажется, мир бы стал лучше немного. Берем, буёва, ща будет нихуёво. Хорошо, весь барабан. Слушайте, у нас тут вся команда. Вот, и как-то они не оказывают влияния. Бурза ездит как хочет. Рад. В общем, понравилось отдыхать. Да. Да. А в Питере понравилось. Да, честно говоря, я приехал с такими мозгами свежими, что просто пиздец. Но они уже не свежие, потому что я постримил. Ну-ка. Надо как постримил уже несколько дней. Дня 3. На свежесть в мозгах улетучилась. Блядь, животное, иди нахер. Я напомню, у нас... ага. Да, пацаны на Корочуна согрелись просто. Да, еще. Не жалко, я могу себе позволить размениваться. А вот ты, собачий С, не можешь. Хорошо. Ты просрал момент, куда делся Бурза. Пацаны поехали выяснять, да, а Бурза в ангаре. Потому что он аж до сюда доехал, нихера себе доехал. Ау е. Нам бы вот базу зацелить, потому что вот-вот ублюдки должны засветиться. Да, но ублюдки все за камнями. Какой-то собачий вальс, честно говоря. По папке. И на гуслю. Ладно, не срослась. Вот, ну в целом я нихуя недоволен. Всех отпялили. Надо возвращаться назад. Закончили упражнение, теперь надо жопу спасти. Это вот берут. Ага, поверь, это все и есть, и только в крупных городах. На уж. Это торговля НЛДой была, видели, какая дешевая? Просто дерьмовенько все выглядит. Вот и пахнет так же. Так и без регистрации едет. Этот вообще АФК или нет? Слушайте, он не АФК, это он снайперит. Нам. Это называется файл. Надо по-любому подразмять, да, желательно еще одну тычку было дать, потому что я сейчас приеду в яму. Нужно, чтобы он съехал с барабаном. Он уехал с ярмарки от одного барабана. Да. А, знаете что, отставить.
Отставить сосать. Там папашка подъехал. Что он прям стоит? Да. Спросите, я удивлен или нет? Правильно, бля. Вертушки, дай мне говна. Эх, сука, эх. Мне показали писюн, пацанам. Вот, и мне не понравилось. Очень хуевая стрельба, даже не смотрите. Даже не спрашивайте, почему такая хуевая стрельба. Ой. Можно я как-то разобьюсь, бля. Отстань, говно! Ау! Я нажал на выстрел и не выстрел. Ну ладно, 3600. 3600. Комменты поглядел, да? Согласен, надо максимально сближаться с Белоруссией. Да. Да. А для этого не делается ни хера. Как будто бы ничего в мире не происходит. Мне кажется, нужно было... Ой. Ладно, хуй с ним. Я, честно говоря, негатива наговорю. Не всем это понравится. Ну и хер бы с ним. Короче, ладно. Вечером, друзья, у нас будут танки на заказ. Всего за 50, сука, рублей. Вот. Можно будет заказать любую бебру, лишь бы была у меня в ангаре. Всем отличного настроения. Поздравляю с пятницей еще раз. До встречи.